Футболисты из Малгобека еще во времена ЧССР радовали жителей города своими громкими результатами. Сегодня можно с уверенностью сказать, что выросло достойное поколение преемников. Один за другим турниры, в которых принимают участие юные футболисты из города воинской славы, покоряются нашим землякам. Для любого спортсмена успех – это дело времени при усердных тренировках, но если уже добился желаемого результата, это не означает, что можно расслабиться. Непокоренных вершин еще много, а следовательно, и тренировки станут еще сложнее. فوتبول أودي شو دوش فوتبول شو سديت لغة ساترسون لا تدوش فوتبول زبسة دي حبيموش كرا بقيت تنوح كوتا هال ديك هاسكورست هال إيش تقولي جدك تنوح كاجا إنترسين هولتا جوا قاعد لطخ تنوح كالج تشدس فوتبول أخ برج تتالوش جوا إنترسين ده سو فوتبول هيش داك خص خيتر سو فوتبول هجاج ده تحقيق ترس شدو سوق سوق اجر خلاص سخ جايا برج تتالوش خالد نوش قهان خلدات тренировок, масса тренировки у вас, халищен тренировки. С понедельника до пятницы. Когда я с понедельника до четвертой тренировки, уже до пятницы играл день хулта. С последнего турнира Моздоки лезато, цикас голя кай Спартак Нальчики, команда Кортига. Каждый турнир кахигдас, но в будущем с Реал Мадрид чукусо. Владение мячом, комбинационная игра, игра в пас и многие другие тактические действия изучаются не только профессиональными футболистами. Ведь для того, чтобы стать лучшим, нужно победить лучшего, а встать на первую ступень пьедестала почета поможет только превосходство твоего мастерства над соперником. До конца этого года в моих планах, вот я планы пишу, планы маленько скоростные качества развить, их техника. Остановками, удар по мячу, это все вот это сейчас, вот целый год над этим движусь я. Да, Андрей, вот то, что мы хотим сделать, да, если получится у нас. После разминки и отработки некоторых технико-тактических действий футболисты приступают к самой любимой своей части тренировок – работе над штрафными ударами и прострелами с флангов. Кошмар для любого вратаря, когда на тебя вываливается несколько игроков и не знаешь, кто нанесет удар по мячу. Успеть сгруппироваться, оценить ситуацию, отбить мяч. На словах легко, но воплощается в жизнь только путем многократных проб и ошибок. Только так можно стать вратарем топ-уровня.
На прошедшем традиционном детском турнире СКФО по футболу среди детей 2008-2009 годов, который проходил с 28 марта по 2 апреля в Моздоке, наши ребята заняли первое место, обыграв в финале команду из Нальчика. Каждая игра выдалась по-своему сложной, признаются ребята, но общему успеху всей команды поспособствовала грамотная игра каждого из игроков. В этом турнире участвовало 8 команд. С Моздоком 3 команды Северной Осетии, 2 команды Дагестан, команда Чечни, команда Ингушетии и Спартак Нальчик. Спартак Нальчик, да. В полуфинале мы встречались с местной командой, с Моздоком, а Спартак Нальчик, они вышли, встречались с чеченцами, ну, с чеченской командой, с Ахматом встречались они. Но они выиграли, соответственно, у Ахмата 3-1 выиграли, мы вместе обыграли 5-0 в третьем финале со Спартаком Нальчик. Это у нас вторая игра была в этом году на этом турнире со Спартаком. Почему? Потому что они в нашей группе были. Мы их там 4-2 обыграли. И сейчас в финале на 10-й минуте мы уже проиграли 2-0. Ну, воля Аллаха, мы их обыграли 3-2 и стали призерами, да. И один наш полузащитник признан был лучшим полузащитником этого турнира. Мы благодарим родителей, которые нам помогли поехать на турнир. Сейчас нас приглашает в Нальчике турнир будет, и Дербенте турнир, посмотрим, куда нам поехать. Лучшим игроком турнира также был признан полузащитник нашей команды. Для Ислама Алиханова этот успех не индивидуальный, и без поддержки своих партнеров по команде я вряд ли добился бы этого результата, признается футболист. Мы на этом турнире сыграли на 4-ю где-то. Нам сначала забивали, но мы потом отыгрываться должны были. Было трудно, нелегко было. Сколько у вас матчей Ислам было в целом и какая команда была самая сложная для вас? Самая сложная команда была Спартак Нальчик. Команд всего было 8, мы сыграли. Почему самая сложная команда была именно Спартак Нальчик? Потому что мы с ними раньше очень много встречали, но на этот раз мы смогли победить. Ну, я недоволен, как я сыграл. Я не очень хорошо сыграл, но где-то на 4-ку мы все сыграли. Некоторые хорошо играли. Турнир так-то пошел хорошо. Тебе приятно, что тебе признали лучше? Да, очень приятно. С детьми, как это в спорте обычно и бывает, работать очень легко. В юном возрасте своей жаждой побед они доказывают тренеру, что достойны попадания в основную обойму команды. Наставник ценит усилия каждого из футболистов. У меня группа 2008 года. Ну, они 11 год мчатся, 11 год им, но я уж с ними уже 3-й год уже занимаюсь. Я их собрал маленькими, вот собираю. Ну, перспективно сейчас трудно определить, конечно, есть задатки, есть хорошие, есть куда-то, да. Но через 2-3 года мы узнаем, куда, и в Ангуш тогда, или куда отдать. И у них есть примерно кого равняться. Аздоевская команда поехала, Нальчик обыграла всех. Очень отрадно отметить, что своя команда, правильно? Хотя не наша, все-таки есть игроки, которые перспективные есть. И родители хотят, чтобы они играли где-нибудь. Ну, а родители так говорят: в Барселоне сын будет играть, я вам хатсанянтас. В России футболист ерлузыки хатсен. Вот такие вот. Мы стараемся, конечно, стараемся. Например, если где-то, например, я где-то в технике там что-то не понимаю. У нас есть ребята, которые играли и мангушты. Я подхожу, говорю: вот здесь мне помоги. Все, у нас дружный коллектив, Солка, очень хорошие ребята у нас собрались здесь. В скором времени нашим ребятам предстоят еще более крупные турниры, на которые они поедут только с одной целью – привести Кубок чемпионов в родную республику.